Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сейчас расскажем коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Министр просвещения и языковой политики Налгабли встретился с абхазскими студентами, обучающимися в МАДИ. Впечатлениями о международном молодежном фестивале поделились участники из Абхазии. Фильм молодого режиссера Амины Кварчи «Асос» презентовали в Сухумском офисе ВААГ. Президент Аслан Бжаня провел совещание с членами Совета безопасности и руководителями силовых структур, где обсуждались вопросы внешней и внутренней политики, обеспечения безопасности республики. Во встрече приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаши Ашуба, руководитель администрации президента Алхаз Квициня, секретарь Совбеза Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агарба, председатель СГБ Роберт Киут, министр внутренних дел Вальтер Будба, министр иностранных дел Инал Арзенба. Также во встрече участвовали заместитель начальника ГСО Адгур Бжаня и глава администрации Сухума Беслан Эшпа. Еще одна встреча. Президент Аслан Бжаня провел рабочее совещание с руководством администрации и начальниками управления. Текущую неделю глава государства посвятит рабочим поездкам, на которых руководители районных администраций отчитаются о проделанной работе за 6 месяцев 2022 года. После чего состоится большая пресс-конференция президента, где он расскажет об итогах визита в республики Татарстан и Башкортостан. Кроме того, глава государства ответит на интересующие представителей СМИ вопросы внешней и внутренней политики и проведет итоги за первое полугодие текущего года. По приглашению Совета директоров Федерации абхазских культурных центров президент ТБП Тамила Мирсхулава приняла участие в открытии абхазского культурного центра Эльбудак в Турции. Центр учрежден путем слияния абхазских сел и входит в Федерацию абхазских культурных центров в Турции. Председателем центра назначен Мурат Юзгулец Адлиба. Выступая перед участниками мероприятия на абхазском языке, Тамила Мирсхулава отметила, что перед центром стоит немало задач. Это прежде всего продвижение абхазского языка, проведение различных презентаций и мероприятий. Центр станет местом, где будут взаимодействовать две культуры – абхазская и турецкая, и обогащать друг друга, подчеркнула президент ТПП. В мероприятии также приняли участие депутат парламента Айнар Гицба, полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Абицба, глава администрации Эшилюрта Мухсин Йылмаз, председатель Абхазского культурного центра в Стамбуле Албуз Яган. Министр просвещения и языковой политики Налгабли встретился с абхазскими студентами, которые обучаются в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете, а также с представителями абхазского землячества МАДИ. О том, как прошла встреча и что на ней обсуждалось, расскажет Лаура Капш. В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете на сегодняшний день обучается 32 студента из Абхазии. Все они изучают разные дисциплины, а по окончанию университета планируют вернуться на родину и работать здесь. Так, например, Нестор Смыр поступил в МАДИ в этом году по направлению таможенная логистика. «Хочу выучиться на достойном уровне, чтобы в будущем использовать свои знания здесь», говорит Нестор. Перед тем, как закончить школу, мне поступила такая информация, что МАДИ проводит конкурс, по которому можно получить обучение и обучаться в городе Москва. И я решил воспользоваться этим моментом и выбрал направление таможенная логистика. И благодаря тем знаниям, которые в меня вложили мои педагоги, это педагоги Новоафонской средней школы, я смог успешно написать этот экзамен на 92 балла. И благодаря этому я смог поступить. Выбор моей профессии, если честно, был не спонтанный, поскольку мне всегда было интересно это направление именно таможни, что, собственно, и привело меня к выбору такой профессии. Заниматься я буду, работая на границе, то есть это различные пути транспортные, железные и так далее. Что ты будешь делать? Буду проверять, как проходит контроль на границе и все в этом плане. Для того, чтобы объединить уроженцев страны, живущих за ее пределами, 15 октября 2021 года начало свою деятельность абхазское землячество в МАДИ.
Мы первое абхазское землячество в МАДИ спустя 22 года. И мы являемся первым большим потоком 12 человек. И в этом году наши ряды пополнились. Еще поступили 19 человек по конкурсу «Все дороги ведут в МАДИ» при поддержке Министерства просвещения и политики. И также по Россотрудничеству еще 4 человека. Встреча с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габле была организована для того, чтобы поделиться своими достижениями, рассказать о том, что было сделано за год и что планируется, отмечает Сандро Делба. Мы успели провести множество мероприятий. Самым масштабным был месяц Абхазии в МАДИ. В неделю 2 раза мы показывали фильмы на абхазском языке, рассказывали традиции Абхазии, показывали поэтов наших, рассказывали им стихи, предоставляли им на абхазском языке книги абхазских авторов. Также мы встречались с мэром заместителя Москвы, который нам передал книгу «Молодежь Москвы». А также абхазское землячество МАДИ выиграли 15 миллионов грант, который мы подали в Росмолодежь на международный образовательный форум в МАДИ. Что это дает? Это дает студентам стран СНГ технических специальностей приезжать на территорию Москвы в высшее учебное заведение МАДИ, где будут проходить повышение квалификации по своей специальности, которую они будут выбирать сами. После того, как был представлен календарный план работ, который был выполнен в течение года абхазским землячеством в МАДИ, студенты перешли к обсуждению волнующих их вопросов. Каждый высказывал свое мнение по той или иной теме. Беседа получилась живой и активной. Было бы правильно, если бы ученики после 9 класса, как было ранее, насколько я знаю, выбирали бы свои профильные предметы и занимались только по ним, 10-11 класс. Над этим уже работаем. Соответственно, мы планируем открыть профильный медицинский класс. Для этого мы ездили несколько раз в Москву, чтобы завести современное оборудование и дать возможность детям, которые хотят поступать в медвузы, возможность изучать на самом современнейшем оборудовании основы анатомии и медицинских наук. Поэтому это абсолютно правильный подход, чтобы ребенок действительно, выпускник школы уже к 11 классу был подготовлен по своей специальности. Это может быть гуманитарное направление, техническое направление. Вот в плане вашего опыта мне хотелось бы, чтобы вы как раз были более подготовлены к учебе в МАДИ, потому что наши студенты сталкиваются с серьезными иногда проблемами в изучении сопромата, например, физики или высшей математики и других предметов. Соответственно, если в школе была бы подготовка более серьезная, при поступлении на технические специальности было бы легче учиться. Поэтому вопрос актуальный, мы над ним активно работаем, и я надеюсь, в ближайшее время у нас уже будет ряд профилей запущено. В ходе встречи было сказано, что студенты после окончания российских вузов не хотят возвращаться в свою страну, поскольку не видят перспектив. Чем больше у нас будет патриотов, чем больше у нас будет людей, которые действительно любят свою родину, тем лучше у нас будет экономика. Если, скажем, вы поехали учиться и вы не вернулись, грош вам цена как патриотам. И то, что вы говорите, что вы не нашли работу, здесь нет условий, это всего лишь отговорки. Как раз такие люди, как вы, должны создавать эту экономику. Мы уже ведем эту работу с различными организациями, такими как Черноморэнерго, Абхазавтодор, чтобы мы вас брали на практику и уже готовили вам это рабочее место. С министром здравоохранения мы это обсуждали. То есть все условия должны быть такие, чтобы вы и так хотели бы вернуться, вы не видели другого пути. А сейчас у вас есть выбор, устроиться в Москве, в другом городе, в Сочи, где больше, может быть, заработной платы или условия труда. Это, конечно, все же есть, конкуренция существует, но мы рассчитываем на вашу любовь к родине в первую очередь. Сотрудничество вузов, проблема языка и многие другие вопросы обсудили на встрече с министром просвещения и языковой политики Иналом Габле студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Лаура Капш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
Представители партии Амцахара приняли участие в международном молодежном фестивале «Манжирок». Он проходил с 6 по 10 июля в республике Алтай. Его главная цель – объединение на единой платформе молодых политических лидеров из стран Евразии. Помимо официального представителя Амцахара Даута Ковы, в фестивале участвовали председатель Сухумского городского собрания Ираклий Харчилава, представитель управления по делам молодежи и спорта столичной администрации Тенгиз Шанава и замдиректора Ассоциации молодежи АПЭйПШ Руслана Гергидава. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. Возле реки Катунь собрались молодые и перспективные представители политических партий. 19 стран приняли участие в фестивале «Манжирок». Беларусь, Армения, Таджикистан, Китай, Казахстан, Молдова, Приднестровье, Монголия, Абхазия и многие другие. Нашу республику на фестивале представляла партия Амцахара, которая посетила Манжирок по приглашению политической партии «Единая Россия». К нам подходили ребята. Ребята представляют все те или иные политические силы в своих странах. Из Армении, из Приднестровья, из Молдовы, из Китая, с Казахстана, с разных. Спрашивали, что происходит в Абхазии, какая настоящая действительная ситуация. Все рассказывали правду о том, как мы тут живем, как мы развиваем нашу страну. И вот многие были в курсе о каких-то вещах, а многие и не были в курсе. И сегодня, возвращаясь домой, делегаты из 19 стран будут уже в целом иметь какую-то объективную картину о том, что происходило и происходит, так скажем, в нашей стране, в нашей республике. В рамках насыщенной программы фестиваля состоялись образовательные треки, панельные дискуссии с международными экспертами, дебаты, выставки и разработка совместных молодежных проектов для укрепления отношений стран постсоветского пространства. В качестве экспертов в Манжирок прибыли Евгений Попов, зампредседатель Комитета Госдумы России по информационной политике, Андрей Исаев, замруководителя фракции «Единая Россия», заместитель главного редактора Russia Today Анна Белкина, зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Артем Туров и многие другие. Мероприятия с участием различных общественных и политических деятелей, спикеров и экспертов проводились каждый день. После пленарных заседаний по отдельности были спикеры, которые нам рассказывали, читали лекции. Были открытия фестивалей, концерт был интересный с участием звезд сегодняшней российской эстрады. Также после экскурсионные маршруты, и на катере покатались, и на озеро съездили, так как Горный Алтай все-таки очень красивый край, субъект Российской Федерации, я вам так скажу, потому что приехал, я был приятно удивлен тем, что природа чем-то даже напоминает Абхазию. Очень красивое место. По словам Даута Ковы, посещение фестиваля по-настоящему значимо для представителей нашей республики. Ведь установление прочных связей с молодыми политиками стран-соседей важно для будущего Абхазии, для развития дружеских, партнерских отношений с миром и преодоления информационной блокады. Главной целью донесения правдивой информации о ситуации в стране, в нашей республике. Так как мы находимся в небольшой информационной блокаде, тяжело доносить свое мнение и свое видение ситуации до международного сообщества. И сегодня нам предоставилась такая возможность рассказать о положении дел в стране. Я выступил с небольшим докладом и рассказал немного, был экскурс в историю и вообще о положении дел сегодня. Организаторами фестиваля стали партия «Единая Россия», Фонд евразийского сотрудничества и интеграции и «Молодая гвардия». Манжирок – действительно важный, амбициозный проект для объединения на единой платформе молодых лидеров и соотечественников, развития дружеских и партнерских отношений и расширения границ. Ведь, как известно из песни, Манжирок – это дружба. Короткометражный фильм «Асос» начинающего режиссера Амины Кварчи впервые показан в Абхазии. Мероприятие, организованное Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, прошло в Сухумском офисе ВАК. После показа состоялась пресс-конференция с участием режиссера и актеров. Фильм по рассказу писателя Алексея Гогуа, участники и победитель международных кинофестивалей. Какое впечатление он произвел на абхазского зрителя, расскажем в следующем репортаже. «Асос» – экранизация одноименного рассказа писателя Алексея Гогуа. Это дипломная работа выпускницы режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Амины Кварчи. Все началось с увлечения творчеством абхазского прозаика, делится Амина. Некоторое время назад она открыла для себя уникальный язык писателя, а рассказ «Ягненок» произвел на нее особое впечатление. Это история для меня о взрослении. Это история о мальчике, который вмиг становится взрослым
На мой взгляд, это также о ненадежности завтрашнего дня, хрупкости мира. Это также, мне кажется, сейчас актуально, и поэтому мне было интересно все это воплотить в своем фильме. Я просила разрешения на экранизацию рассказа заранее, мне одобрили, я была очень рада. И после просмотра фильма автор Алексей Гогуа сказал, что ему понравилось кино, что я смогла раскрыть историю с другой стороны. Мне очень важно слышать такое мнение, и я очень рада, что кино понравилось самому автору. Съемки фильма проходили в селах Чгярда и Аймара Чимчирского района. На поиски локации ушло несколько недель. По словам режиссера, подходящее пространство для съемок имело особое значение. В селе Чгярда съемочная группа нашла живописную поляну для сцен с ягненком. Здесь же росло дерево, подходящее для сцены, в которой пожилой житель села рассказывает о том, как они с сыном посадили дерево. أساس بوم ما جراكر يزبيت أجر يحوى حخازر اسم بيت يوباب داد يبات سرس أبزيرس. Главную роль мальчика исполнил школьник из села Члова Чимчирского района 10-летний Донат Чулоко. В фильме также сыграли артисты Абхазского драматического театра Сырбис Ангулия и Лаврик Ахба. С кастингом профессиональных актеров Амини Кварчия помогала руководитель отдела театра по связям с общественностью и СМИ Шарида Тужба. Так получилось, что режиссер и ей самой предложилось сыграть одну из ведущих ролей. Шарида вспоминает, как в процессе поиска кандидатов она в шутку предложила свою кандидатуру на роль матери главного героя, на что получила реальное предложение сняться в кино. Очень хочется верить в то, что в Абхазии киноиндустрия пойдет вперед, и благодаря вот таким выпускникам таких лучших вузов в России и вообще в мире у нас все наладится, и когда-то вот абхазское кино будет на большом экране, даст Бог. Ну, что хочу сказать по поводу своего участия. Очень волнительно было сегодня, когда вот вместе со всеми ты смотришь. Я много раз уже смотрела. Очень понравилось окрас фильма, очень красивый. Ну, Амина очень тонкий человек сама по себе, такая личность безупречная, которая подходит к своей работе профессионально, очень эстетичной, и вся ее работа, вот она видна. Первыми зрителями фильма в Сухуми стали гости пресс-центра ВАК, среди которых министр культуры Абхазии Даур Кови. Он отметил, что в фильме показана не просто красивая природа, дом или ягненок в кадре, а передана философия народа. Хочу сказать, я вот посмотрел этот фильм, на самом деле поразился твоей смелости в том плане, что взять это произведение, его экранизировать с целью передать мысль автора произведения, для того, чтобы она, наша аудитория, понятно, мы его читали, знаем, да, но ты же это делала не для нашей аудитории. Я вот когда его смотрел, пытался для себя немножечко абстрагироваться, да, как иностранец. Да, я пытался абстрагироваться, то есть, да, я не знаю этого произведения, просто смотрю как на что-то новое. Мне показалось, что у тебя это получилось. Одним из первых после показа «Асыс» озвучил свою оценку известный абхазский режиссер, директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Облотье. Я считаю, что девочка очень талантливая. Даже то, что она такую тяжелую тему взяла, философскую, вот это уже, то, что выбор уже дает ей основание, что можно утверждать, что она будет хороший режиссер, кинорежиссер. У нее свое видение, своя философия. Молодые сейчас по-своему мыслят, они делают по-своему, но должны это развивать. Я думаю, что им нужна хорошая поддержка. Среди зрителей был политик и общественный деятель Астамур Кецба. Именно в его отчим доме в селе Чгярда проходили съемки фильма. Я очень ценю твою целеустремленность, культуру, твое образование. Мне очень приятно, что часть фильма была снята в моем доме, в нашем родном отчим доме, где всегда чтили выдающихся деятелей культуры, искусства, писателей. В особенности Алексея Гогуа, любимый был всегда моим отцом, моими родителями. Когда ты так глубоко убежден
мои уже наследники будут с теплотой говорить, выдающийся Амина Кварти начинала свои первые шаги в нашем. На показе фильма присутствовала и семья Алексея Гогуа. Его дочь Амина передала слова благодарности от имени отца, отметив, что режиссеру удалось рассказать коротко о многом. Фильм «Ягненок» уже участвовал в 12 фестивалях во Франции, Италии, России, Корее, США, Японии. В некоторых конкурсах он стал победителем в различных номинациях. Сария Кварцхеля, Абхазское телевидение. Короткометражный фильм «Асыс» будет показан в нашем сегодняшнем эфире. А пока мы расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 19 июля, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами умеренный дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 18-23, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.